сегодняшний знойный день мы продолжаем работу Крымского дискуссионного клуба. Сегодня у нас работа будет, уровень нашего Крымского дискуссионного клуба международный, потому что у нас принимают участие эксперты из различных уголков земного шара. В процессе обсуждения мы выработаем рекомендации, обсудим возможные варианты развития событий. Данные рекомендации будут направлены органам государственной власти Украины и международным организациям. Прежде чем перейти к теме 21-й сессии Крымского дискуссионного клуба, я хочу напомнить, что сессия проводится на платформе Zoom, в которой принимают участие 6 экспертов и 20 участников, а также транслируется на странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра. Также вы сможете посмотреть 21-ю сессию в записи на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. В соответствии с нашей программой выступления для экспертов до 6 минут. Далее будут ответы на вопросы участников дискуссии и реплики экспертов в течение 20 минут. И подведение итогов дискуссии по 2 минуты каждому спикеру. Вопросы вы можете присылать как в рамках платформы, так и на страницу Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра, а я их буду озвучивать. Крымский дискуссионный клуб проводится при поддержке представительства фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине. Фонд Фридриха Наумана за свободу – это фонд либеральной политики, который способствует укреплению свободы и достоинства человека во всех сферах деятельности общества. Целью работы в Украине является поддержка общества в его стремлении к самоопределению, демократии и рыночной экономике. Фонд работает с политическими партиями, общественными организациями и аналитическими центрами. Мы сотрудничаем с фондом с 2009 года. Благодаря нашей совместной работе был проведен ряд мероприятий, направленных на защиту прав человека в Крыму, региональное развитие Крыма, развитие публичной дипломатии крымско-татарского народа и международных адвокационных кампаний в поддержку Украины. Сегодня мы действительно затрагиваем очень такую непростую тему, как для Украины, так и для крымско-татарского народа и для уйгурского народа. Сегодня мы предлагаем обсудить такие вопросы, как глобальная деятельность Китая и российско-украинский конфликт, оккупированный Крым и китайские интересы, украинско-китайские отношения, вызовы и перспективы, права человека и права коренных народов в Украине и Китае. Ответы на эти острые вопросы мы попытаемся получить сегодня благодаря экспертам в рамках нашей сессии на тему украинско-китайского сотрудничества и деоккупация Крыма. Целью нашей дискуссии является оценка влияния нынешнего состояния украинско-китайских отношений на деоккупацию Крыма. Наши участники обсудят, как можно соотносить стратегическое партнерство Украины и Китая и не учитывать поддержку Китая международных инициатив по деоккупации полуострова. Мы будем обсуждать острую проблему, может ли Украина апеллировать к массовым нарушениям прав человека и коренных народов в оккупированном Крыму, при этом толерируючи аналогичные процессы в других регионах мира. Отдельная оценка будет представлена реальному положению реализации китайских интересов в оккупированном Крыму. Еще раз напомню, что результаты данной дискуссии мы обычно собираем, резюмируем и непосредственно потом направляем в органы государственной исполнительной власти Украины. А сейчас я хочу представить участников дискуссии. Артур Харитонов, президент общественной организации «Либерально-демократическая лига Украины» и координатор проекта Free Hong Kong Center. Госпожа Зумритай Аркин, менеджер по программам и адвокации Всемирного уйгурского конгресса. Валентин Красноперов, общественный деятель, бизнесмен, основатель просветительской инициативы «Последний капиталист». И Борис Бабин, доктор юридических наук, профессор, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра.
Модерировать сегодняшнюю дискуссию буду я, Искендер Бариев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член президиума Меджлиса крымско-татарского народа. Я хочу напомнить, что у нас также в нашей дискуссии сегодня принимают участие дипломаты Японии, Вьетнама, ряда европейских стран. И мы очень рады будем, что если будут задаваться вопросы, будут активно включаться в дискуссию. Еще раз напомню, что можно писать вопросы, задать вопросы по чату, и можно задавать вопросы непосредственно на странице Facebook, для того, чтобы я мог озвучить. Ну, а теперь я хочу предоставить слово президенту общественной организации Либерально-демократическая лига Украина и координатору проекта Freedom Center Артуру Харитонову. Пожалуйста, Артур. Доброго дня всім. Якщо можна, я сьогодні буду говорити англійською мовою. So, hello, dear friends. It's extremely great that we are doing. Добрый день, друзья. Я очень рад, что мы сегодня имеем возможность обсудить присутствие Китая в Украине, в оккупированном Крыму, также с учетом оккупации Крыма России. Ситуация очень сложная, нам нужно об этом говорить. После оккупации Крымом в 2014 году Китай начал наращивать свое присутствие в Крыму. Китай ведет деловую деятельность, инвестирует там в различные инфраструктурные проекты, как, например, Керченский мост, что является скандалом, и, конечно же, продолжает торговлю, интенсивную торговлю с Крымом, например, вином Массандры и так далее. И также выступают различные китайские эксперты, которые говорят о том, что Украина ничего не делает для Крыма. И также Китай торгует молочной продукцией, направляет в Крым своих туристов. И что еще? Они говорят о том, что они также могут присутствовать в России, в различных российских городах и, в общем-то, направляют своих туристов в Крым через последователей России, приверженцев России. И что очень важно, что Китай никогда не поддерживал Украину на уровне ООН, Совета по защите правам человека и так далее. То есть таким образом получается, что Китай полностью поддерживает оккупацию Крыма. И официальные представители говорят, что они не поддерживают Россию, но фактически, если говорить о развитии промышленности, о развитии бизнеса, это происходит. И я считаю, что правительство Украины должно начать расследование этой ситуации, не пытаться играть на двух половинах поля и что-то делать с людьми, которые не поддерживают Украину, нарушают международное право. Большое спасибо. Спасибо, Артур. Я еще раз хочу напомнить нашим зрителям о том, что у нас украинский, русский и английский языки рабочие сегодняшней нашей встречи. Нам помогает с переводом наш постоянный коллега и наш переводчик Александра Демская. Ну и я думаю, что вопросы к Артуру, которые возникли, возможно, они будут заданы позже. А сейчас я хочу предоставить слово госпоже Зумрита Аркин, менеджерке по программам и адвокации Всемирного уйгурского конгресса, поскольку один из вопросов у нас для сегодняшнего обсуждения как раз связан с нарушением прав человека и коренных народов. И как раз мы, конечно, как Крымско-Татарский ресурсный центр делали заявление в связи с отзывом подписи Украины под заявлением в рамках Совета по правам человека. И, конечно же, мы со своей стороны в Украине постоянно об этом говорим, что у нас должны быть ценности, защита прав человека, и неважно, в каком регионе или в какой стране, если нарушаются права человека, то мы должны, конечно же, отстаивать, и позиция Украины должна быть в этом плане принципиальной.
Ну, а сейчас, пожалуйста, госпожа Замритай, я вам предоставляю слово. Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Thank you everyone for Большое hosting this спасибо webinar всем, and giving me the opportunity кто to принимает speak on участие в данном behalf of вебинаре, дает мне возможность говорить о моем народе. Наш президент не смог сегодня принять участие, но он передает вам наилучшие пожелания. Сегодня, когда мы говорим о уйгурском народе, мы говорим о том, что ситуация очень сложная, потому что на протяжении многих лет оказывается давление со стороны китайского правительства, чья политика угрожает самому существованию этого народа, нашему языку, культуре, религии, истории и этнической идентичности. Китайское правительство оказывает давление, имеют место насильственные исчезновения и другие мероприятия. И китайское правительство пытается изменить демографию даже в регионе. Также осуществляются атаки на религию. В течение долгого времени даже базовое выражение религиозной идентичности подвергается преследованию. Китайские власти эффективно криминализируют ситуацию. И если происходит обсуждение с друзьями, религия, и также если есть проявление принадлежности к религии, например, ношение хиджаба, присутствие в мечетях и так далее. Большинство мечетей сейчас пустые, потому что они окружены колючей проволокой и также специальными пунктами пропуска. И поэтому очень сложно практиковать исламскую религию, потому что имеют место задержания и также направление людей в лагеря перевоспитания. Также есть случаи, когда приглашаются дипломаты, приглашают представителей СМИ для того, чтобы показать, что ситуация на самом деле не такая, что все хорошо. И при этом это не отражает реальную ситуацию. И для того, чтобы мониторить ситуацию, китайское правительство подготовило специальные представительства полиции, которые контролируют религиозную практику представителей нашего народа. Китай не принимает другие религии, такие как ислам, буддизм и православие. Также они называют ислам идеологической болезнью, с которой нужно бороться. Китайское правительство осуществляет политику искоренения любой другой религии, которая не совпадает с учениями коммунистической партии. В последние годы ситуация ухудшилась. Китайское правительство начало кампанию для того, чтобы контролировать рождаемость уйгурского меньшинства. Доходит до того, что женщин насильственно заставляют делать аборты. Также имеют место случаи насилия над женщинами в концентрационных лагерях. Также мы знаем о сложной ситуации в концентрационных лагерях. Кроме того, такие бренды, как Adidas, Zara и другие, используют уйгурское меньшинство для производства одежды и продажи ее по всему миру. Кризис также в Узбекистане и в этом регионе ухудшает ситуацию. И все мы каким-то образом причастны к этой истории, к жертвам и так далее. Китайское правительство также уже экспортирует свой авторитаризм.
Они используют различные методы контроля для того, чтобы контролировать свое население, например, в Гонконге. Также Китай использует новую модель технологии для этого. И также продвигает свою систему на различных международных платформах, включая ООН. То, что происходит в Восточном Туркменистане, является примером. Китай и другие авторитарные государства, например, Россия, пытаются подорвать концепцию защиты прав человека на международном уровне. Международное сообщество должно осуждать и противодействовать таким действиям, потому что Китай пытается захватить дополнительные места, дополнительные голоса, например, в ООН. 44 представительства ООН подписали заявление об осуждении ситуации в отношении уйгурского меньшинства, включая Украины. При этом Китай угрожал Украине приостановить поставки вакцины, то есть имел место шантаж, и Украина отозвала свою подпись. Мы должны объединяться и осуждать такую практику на международном уровне. Уйгуры, как коренное население данного региона, солидарны с крымскими татарами. Мы знаем, какие серьезные последствия имеет насильственная колонизация, насильственное перемещение народов. Уйгуры и крымские татары должны представлять свои интересы на тех платформах, где есть такая возможность, где есть наши представители. Мы должны также продолжать демонстрировать солидарность друг другу. Большое спасибо за возможность выступить сегодня. Спасибо большое, госпожа Зумритай, за подробную информацию, потому что, я думаю, жителям, гражданам Украины очень интересно узнать о ситуации в Восточном Туркестане из первых уст, и поэтому, конечно же, очень важно, что вы сами озвучили, что происходит на самом деле сегодня в Китае в отношении уйгурского народа. Я хочу отметить, чтобы зрители понимали, что объективности ради мы направляли приглашение в китайское посольство в Украине для участия представителей китайского посольства. К сожалению, мы не видим их представителей, для того, чтобы не было, что у нас односторонний подход, и что мы вот пригласили одну сторону, но не пригласили другую. Мы бы очень хотели, чтобы была бы такая активная, бурная дискуссия, но видим, что представители китайского посольства не захотели принимать участие в нашем дискуссионном клубе, а возможно, им просто не понравились те поставленные вопросы, которые мы сегодня хотим обсудить в рамках нашей дискуссии. Ну а сейчас, я думаю, мы опять же вопросы озвучим позже. А сейчас я хочу предоставить слово общественному деятелю, бизнесмену, основателю просветительской инициативы «Последний капиталист» Валентину Красноперову. Пожалуйста, Валентин. Всім доброго дня, дуже дякую за можливість висловитися за таку важливу тему. Особисто я хочу виділити 4 загрози, до яких в мене є доволі аргументовані питання до китайської сторони, які ми можемо мати при приході посиленні впливу Китаю на Україну. Ми розуміємо, що, зокрема, для повернення Криму Україна має статися як не просто суверенна, а й доволі заможна, сильна країна, яка може направляти сусідів і інших партнерів, налагоджувати з ними стосунки, направляти на тиск, зокрема, на Російську Федерацію, аби крок за кроком, вичавлюючи її геополітичні ресурсні можливості, вичавити остаточно взагалі її з Криму. Тому у нас є відповідна співпраця з Туреччиною, з Європейським Союзом, з іншими країнами, які так чи інакше допомагають нам, зокрема, здійснюючи санкції проти Російської Федерації. Так от, проблема в тому, що Китай тут не зовсім допомагає Україні, а навпаки навіть шкодить. І от перша загроза, яку я хочу висловити, це геополітична, адже на сьогодні ми маємо певне протистояння світоглядів західного, доволі демократичного, ліберального світу, який дає право на самовизначення націй, на збереження облич там автохтонних народів, корінних народів. І по суті Україна, отримуючи
різну, але важливу допомогу, обираючи західний шлях, легітимізується в очах того ж Заходу в тому, що ми маємо право на те, щоб стати несуверенною, незалежною Україною і піти на Захід. Російська Федерація, контр є аргумент, який про те, що це її стала історична там територія, один народ, і взагалі Україна не може керувати своїми територіями, ось ми можемо, і ми тут забезпечимо порядок. І ви можете, і ви не лізьте сюди, це наша, по суті, ореал і історичний, і геополітичний, і інший. І в цьому протистоянні Китай, на мою думку, посилює саме російську сторону, тому що він занадто прагматично, приходячи в певні території, він думає лише захистом ресурсів, які він генерує з тої чи іншої території. Йому краще домовитися, більш зрозуміло, ми бачимо ці стратегічні домовленості з Російською Федерацією і Китаєм на сьогодні, вони краще зрозуміють 30-річно правлячого Путіна, так само, як і в Китаї десятками років, а зараз ми бачимо, що взагалі йде узурпація, навіть внутрішня партійна демократія в Китаї ліквідовується. Ось, і то Сі Цзіньпіню краще домовитися з Путіним, є розуміння, от є керівник цього там певного геополітичного регіону, він довго тут є, він може забезпечити безпеку. А ці уряди, демократія, незрозуміло, в Україні сьогодні одна влада, завтра друга, президенти будуть мінятися, уряди будуть мінятися. Для китайців не зовсім зрозуміла ця парадигма. Ось, і тут вони будуть, чому вони посилюють зв'язки з Російською Федерацією і, по суті, будуть саме посилювати цей вектор, тому що у них задача номер один. Не самовизначення нації, не повага до них, не находження певних стосунків в рамках виграш-виграш, він-він і взаємодії торгівлі на фоні того, як розвивається конкретна країна і її нація. А їх цікаве і захист їхніх інтересів. Приклад тому от Чорногорія, практично під боком, теж країна, яка нещодавно отримала незалежність, яка намагається інтегровуватися в Європейський Союз. Разом з тим її еліти, і страх великий, я перейду до інших загроз, її еліти пішли на цей кредит, який був закладений, залог інфраструктурний, просто європейські інституції міжнародні ніколи так не чинять. Вони вимагають певний перелік вимог, які має зробити країна, а далі вже працюють над наданням кредитів. А тут, по суті, країна, не віддаючи $1 мільярд, може позбавитися частину своїх національних певного капіталу, доріг, портів і інше. Тобто ось такий суто прагматичний підхід України. Далі, світоглядна загроза, з геополітичної до світоглядної. На жаль, в Україні дуже велика частина суспільства не усвідомлює і не знає, яким станом, яким чином от Захід став успішний. Дуже часто є певні упередження, що там треба репресовувати, розстрілювати, і тоді порядок буде краще, все буде краще. Ми з цим активно боремося, і просвітницьке, і інше. Але ми пояснюємо, що Китай, по суті, займає там десь 100-те місце в рівні боротьби з корупцією. І ці всі міфи там про розстріл Китаю, про те, що там бореться з корупцією, є чисто міфами. Але, на жаль, посилення Китаю будуть посилювати оці не дуже якісні світоглядні наративи, які є в частині українського суспільства. Слава Богу, воно зменшується, але таке спроба, знаєте, от Радянський Союз був поганий, але багато було хорошого, от Китай кращий, ось давайте його сюди, і ми оці хибні думки будемо лише переймати. Суть така, що ця загроза, її джерело в тому, що це може далі утримувати частину суспільства в тих хибних поглядах на розвиток суспільства, відводити їх від ліберальних цінностей. Ось, і таке посилення Китаю, це так чи інакше теж буде впливати. Ми бачимо, як інформаційно вони працюють. Це та ж сама Росія. Ось, і то, що буде йти від Китаю, впливаючи на Україну, воно ніяк аж не буде допомагати нам ставати там демократичніше і заможніше. До економічних процесів підійду. Економічна загроза. Китай ставиться до України як до, по суті, колоніальної території. Я наведу приклади, які. Китай з 2020 року збільшив ресурсний імпорт з України з 60 до 64%. Ось, по суті, і плюс ще збільшує намагання отримання технологій з України, практично закриваючи можливість переходу або імпорту товарів з переробленої, з доданою вартістю. Європейський Союз, навпаки, з 41% до 49% збільшив товарів переробленої вартості. Це найкращий партнер з огляду на можливість розвитку України, який взагалі існує не всі країни світу. Він намагається разом в своїй торгівлі, разом з ресурсами витягувати українську промисловість. Чому це важливо? Україна хронічно ресурсна економіка. Якщо ми додаємо сюди слабкі інституції,
ми постійно маємо дві кризи, а не одну кризу на класичний економічний цикл. От тому, що при спаді цін на ресурси в світі, коли після відновлення світова економіка починає вже стабільно рости, ми отримуємо другу кризу. Є класична криза, яка, наприклад, зараз стається. Зараз період росту ресурсів. Через 2 роки буде період вже остаточного не відновлення, а росту світової економіки. Так от тоді падають дуже сильно ціни на ресурси. І Україна через те, що вона не може забезпечити там інституційно там певний план ресурсів, нам не підвищувати сильно там якісь стандарти під час росту ресурсів, нам як на голову падає камінь ця ресурсна проблема, і ми отримуємо другу кризу. Ось, то в цьому випадку Китай ніяк не допомагає Україні вийти на більш якісні форми економічної діяльності. Він, по суті, десь 84% експортує в Україні перероблених товарів або з доданою вартістю, а навпаки приймає тільки ресурси. По суті, це колонія, з якої дуже важко взагалі торгівельно спілкуватись. І інституційну загрозу, яку ще дивіться, проблема сьогоднішньої еліти, я підозрюю, що особливо чому пропонується цей азійський банк китайський, начебто альтернативна МВФ, і взагалі чому є якби трошки омріяно для української частини політичної еліти співпрацювати з Китаєм, але дуже небезпечно. Європа і Захід видає дуже часто умови до процедурності українських політичних і правових процесів, до інституційності цих процесів. А тут, по суті, не вимагаються ніяких змін внутрішніх, лише спроба дати місцевим гроші, аби якраз під цей задаток, залог, отримати більше ресурсів. Виходить, що тут не треба виконувати, там, отримувати незалежним Національний банк України, продовжити реформи в судових процесах, в антикорупційних, створювати умови більш прийнятні для інвесторів. По суті, цивілізовано, як наші сусіди, Словаччина, Польща, Чехія, цивілізовано поетапно інтегровуватися в західний світ, отримуючи інвестиції і виходячи на ці додану вартість, отримуючи більші зарплати, ресурси, зокрема, і впливу і тиск на Російську Федерацію. Тут все ж просто для них. Взяли гроші, ніяких змін не треба робити, ніяких балансів серед олігархічних груп не треба руйнувати, але насправді нація, по суті, взагалі країна може втратити капітал як практика. Тут дуже важливо з африканськими взаємодії країни Китайської Народної Республіки, з європейськими, вже як Чорногорія, як приклад. Тому ці 4 як висновок загрози: геополітична, світоглядна, економічна, інституційна. Я і от хочу про це говорити, що в процесі переходу, трансформації України з залежницького такого стану недержавницького до нормальної країни, яка суб'єктна, самодостатня, Китай, по суті, не дає нам ні економічних якихось перспектив, ні культурних, ні правових інституційних практик. А навпаки, на мою думку, буде посилювати ті сторони, які хочуть нас від процесу якраз у цієї суб'єктизації, інтеграції, світовий ринок і світовий цивілізований світ, нас буде відтягувати. Дякую. Спасибо большое, Валентин, за такой вот глубокий, я бы сказал, анализ и полную такую информацию именно в экономическом плане. Не скучал. В экономическом плане. И действительно, я сейчас, когда слушал вас, мне пришел в голову тезис временного поверенного США в Украине Джорджа Кента, который сказал, что у Украины должны быть экономические взаимоотношения с теми или иными странами, в том числе и с Китаем. Но когда речь идет об экономическом взаимоотношении, если речь идет о стратегических объектах, то здесь, конечно же, нужно в первую очередь подумать о своей безопасности. И это касалось в том числе и завода «Моторсіч». Отут дуже важливо, я скажу. В чому проблема? Дивіться, навіть взаємодія з Туреччиною. Наприклад, зараз іде домовленість, як ми будемо виробляти разом зброю. Далі, до речі, на жаль, наші ЗМІ погано це висвітлюють, але вже в Туреччині є розмова про створення спільної космічної програми України і Туреччини. Але яка йде розмова? Україна виробляє частину елементів, Туреччина виробляє, ми разом робимо кластер.
Тобто ніхто не намагається повністю вкрасти у нас технології і побудувати у себе щось. Проблема з китайцями в тому, що їхнє завдання, вони не раз це показували, і якраз загроза була Модуль Січі в цьому. Я тоді казав, коли казав про економіку, вони хочуть взяти технологічний процес і забути абсолютно про виробництво цього процесу, цих самих двигунів в Україні. І в цьому є велика небезпека. Тому так, торгувати треба, але з Китаю не йде розмови про те, що ми разом зробимо літак або разом зробимо космічну ракету. Йде проблема в тому, що ви дасте нам ресурси, які нам потрібні, і технології, а далі ми все зробимо, по суті, залишаючись в колоніальних стосунках. І це проблема. Спасибо, Валентин. Я попрошу наших спикеров в дальнейшем говорить чуть-чуть медленнее, потому что нашему переводчику сложно успевать переводить. И я хочу обратить внимание зрителей, что вы можете писать вопросы, мы с удовольствием ответим. И, соответственно, мы максимально старались для того, чтобы создать прямые коммуникации с экспертами, с представителями уйгурского народа. И, конечно же, чтобы наша дискуссия была интересной и можно было бы, скажем, попытаться ответить на те вопросы, которые волнуют наших соотечественников, наших людей, чтобы было больше ответов, чем вопросов. Но я сейчас хочу предоставить слово доктору юридических наук, профессору Бабіну. Пожалуйста, Борис. Шановні колеги, я всіх вітаю. Також з вашого дозволу буду виступати англійською, але повільно. У мене все одно швидко не вийде. I may agree with speakers that today... Я бы хотел согласиться с сегодняшними выступающими, что есть очень много вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой современного коммунистического Китая. Основная проблема, которую мы должны помнить, это не Китай как таковой, а коммунистический режим в Китае. Нам необходимо четко понимать и иметь общий подход к международной ситуации, где есть Китай и Россия, два государства, где очень сильно развит тоталитаризм, авторитаризм и империализм, а также страны, которые имеют не только прошлое социалистическое, коммунистическое, но и настоящее. И об этом нужно постоянно говорить. Сегодня у нас есть новое заявление господина Караганова. Это российский идеолог, один из основных идеологов Путина, который говорит о том, что Россия сегодня является спутником Китая в мировой конфронтации с цивилизованным миром. Это официальная политика Российской Федерации и также на оккупированных Россией территориях. И нам необходимо в этой ситуации помнить, что в реальности Россия и коммунистический Китай пытаются изменить мировой порядок, даже в том, что касается юридических вопросов. Я хочу напомнить о так называемой Шанханской конвенции, которую подписали данные страны, направленная на криминализацию и запрет так называемого экстремизма на международном уровне. Они не говорят про терроризм, а они говорят не про насильственный экстремизм, а в принципе о любой деятельности, которая не поддерживает существующую власть в той или иной стране. И это общая позиция России и Китая. Если говорить о России, также это политика, которая реализуется в оккупированном Крыму, в Китае, в Туркестане. И когда я слышу о концентрационных лагерях, я могу говорить об одном прямом примере. Вы знаете, что есть так называемая Китайская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И на самом деле у них одинаковый подход у этих республик, одинаковые авторы. У них между ними нет разницы, потому что эти народные республики созданы
используя инструменты коммунистического тоталитаризма, шовинизма, которые исключают какую-либо демократию в любом контексте. И мы очень много слышим о политике, о международной политике. Я могу согласиться, что если мы говорим, например, об ООН, конечно же, позиция коммунистического Китая в ООН и в других организациях напрямую связана с российской позицией в том, что касается Крыма, прав человека и других вопросов. И я знаю, что многие страны, которые не являются друзьями Украины, и есть страны, которые, в общем-то, не поддерживают демократию и права человека, но у них, в принципе, нет таких положений, такой позиции, как у коммунистического Китая и у России. И я говорю своим студентам, что есть две большие ошибки, которые совершены ООН. Первая 1972 года, когда незаконно коммунистический Китай получил место в постоянном совете ООН. И вторая ошибка была допущена в 1991 году, когда Россия также получила место в Совете Безопасности, в Безе ООН на незаконных основаниях. То есть у нас есть две незаконные ошибки. Что мы можем ожидать от таких незаконных структурах? Я не думаю, что ничего хорошего. Если возвращаться к инвестиционной политике, я могу сказать о том, что действительно инвестиционная политика Китая очень простая. Я это вижу каждый день на одесских рынках, потому что в на одесских рынках можно увидеть небольшие магазины, которые получают просто какие-то легкие деньги. Китай не запрашивает выполнение каких-либо требований, они просто дают деньги, подкупают водкой либо наркотиками и при этом постепенно захватывают территорию. И, в общем-то, таким образом можно проиллюстрировать инвестиционную политику Китая. А Китай ничего не требует от стран, которые становятся должниками Китая. Они используют эти территории для того, чтобы транслировать тоталитарный китайский режим. И мы видим уже первые результаты этого инструмента в Украине. Когда мы слышим о китайских деньгах, о высокопоставленных особ в Украине, мы говорим не только о деньгах, мы говорим о некоторой идеологии. Мы слышим, что китайская коммунистическая партия, оказывается, не такая плохая. И я надеюсь, что однажды такие заявления будут квалифицированы так, как они должны быть квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Украины, потому что у нас есть специальная статья в кодексе, которая была включена после революции достоинства. Э, была криминализирована символика, как коммунистическая, так и нацистская. И однажды я считаю, что люди, которые заявляют о том, что коммунистическая партия Китая не такая плохая, должны понести соответствующее наказание. Что нас ожидает в будущем? И мы уже сейчас это слышим, мы слышали это раньше, и у Китая есть действительно экономический интерес в оккупированном Крыму. Небольшой пример. Коммунистический Китай является первым экспортером крымских товаров, как в страны, которые не являются постсоветскими странами. Конечно же, если говорить о Беларуси, Казахстана, Узбекистана, то они продолжают экспортировать в таких же пропорциях, это как и Китай. Но если говорить о Беларуси и Казахстане, у них небольшой рынок, и они находятся в таможенном союзе с Россией. И для них, в принципе, довольно сложно отделять крымские товары от российских товаров, особенно когда мы говорим о
товаров, которые не являются полностью произведенными. В Китае ситуация другая, и они могут, в принципе, дифференцировать китайскую российскую продукцию. И я никогда не поверю, что крымские товары являются жизненно важными для современного Китая, потому что Крым в основном производит сельскохозяйственную продукцию, есть очень много других дешевых источников такой продукции в мире. На самом деле мы говорим здесь не только об экономической, но и политической позиции Китая, потому что нет какого-то экономического обоснования, почему эти товары экспортируются из Крыма в Китай. Также у нас есть тысячи студентов из коммунистического Китая, которые обучаются в так называемых университетах Крыма, в Симферополе и Севастополе. Я могу задать один риторический вопрос. До 2014 года эти университеты были не самыми худшими в Украине, но являются ли они действительно наилучшими в мире? Я в этом не уверен. Но Китай постоянно направляет студентов в так называемые крымские университеты, потому что они контролируют образование в Крыму, они контролируют бизнесменов, которые принимают участие в инвестиционных проектах в Крыму. И таким образом они совершают незаконные действия и напрямую поддерживают российскую агрессию и попытку аннексировать украинскую территорию. И при этом мы не видим никакого оценки со стороны нашего правительства этих незаконных попыток. От наших дипломатов, особенно от министра иностранных дел, мы слышим очень много хорошего о так называемом восточном векторе. Но я не считаю, что это восточный вектор развития. Мне кажется, это слабость других направлений, которая делает нас уязвимыми. И отсутствие иммунитета, как у государства, отсутствие обеспечения необходимого уровня безопасности, судебной системы и защиты прав человека, потому что сейчас в Украину проникает вирус. Я не говорю о коронавирусе, я говорю о вирусе идеологии коммунистического Китая. И это даже более опасно для Украины, если сравнивать даже с российской идеологией, потому что мы не оцениваем, насколько это может угрожать Украине, насколько это важный негативный фактор для нашего сообщества. Это мое мнение, и я надеюсь, что мы будем продолжать это обсуждение в будущем, как защитники прав человека, ситуацию в Китае и также с представителями цивилизованного мира. Спасибо. Спасибо большое, Борис. Я, опять же, объективности ради хочу сказать, что были направлены приглашения ряду украинских политиков, народным депутатам, которые участвуют в межпарламентском взаимоотношении между Китаем и Украиной. В частности, мы приглашали Давида Арахамия, который заявлял о коммунистическом Китае. К сожалению, мы не увидели его его инициативы и желание участвовать в данном дискуссионном клубе. Возможно, он физически не смог, возможно, он находится сейчас где-то далеко, но я надеюсь, что мы с ним все равно будем в коммуникациях и будем возвращаться к этой теме, и в следующий раз он обязательно будет принимать участие, потому что мы хотим все-таки, чтобы было больше дискуссий, было больше пониманий, и я хочу еще раз поблагодарить профессора Бабина за такой вот системный подход именно в взаимоотношениях Китая и Украины. Ну и, конечно же, здесь уже есть у меня ряд вопросов, которые мне прислали. Я буду их озвучивать. И, соответственно, прошу наших спикеров, кто захочет ответить, можете поднять руку. Далее мы, конечно же, как я уже говорил, в конце будем подводить резюме. Каждый из выступающих скажет по пару минут. Ну, а сейчас есть такой вопрос. Может ли отзыв подписи повлиять на перспективу Крымской платформы? Я так понимаю, что речь идет как раз-таки о подписи под совместным заявлением в рамках Совета по правам человека. И как это может отразиться на Крымской платформе, которая вот уже 23 числа должен быть саммит Крымской платформы. Пожалуйста, я вижу, Борис поднял руку. Пожалуйста, Борис.
Я отвечу на русском, раз вопрос был задан на русском. Вообще, в целом, эта ситуация не очень хорошая. Мы с 2014 года касательно Крыма говорим и обоснованно говорим о двух основных измерениях: посягательство Российской Федерации на права человека и на права коренных народов. Это наша позиция последовательно, она основана на международном праве, на здравом смысле, на природных основах справедливости. Она сегодня стала в основу не только ряда деклараций ООН или резолюций Совета по правам человека, но и судебных процессов на международном уровне. Мы последовательно отстаиваем права крымчан в Европейском суде, Международном суде ООН, в том числе и касательно расовой дискриминации. И когда Украина все это говорит, да, у нас есть большой риск. Какого характера? Общий риск. Поскольку права человека, к сожалению, в современном мире нарушаются в многих местах. И, к сожалению, в отдельных местах они нарушаются либо более массово, либо более жестоко, чем в оккупированном Крыму. Я говорил об этом всегда. И я говорил об этом долго, я не отказываюсь от своих слов, должны всегда делать так, чтобы крымская проблема не потерялась на фоне иных ужасающих нарушений прав человека. Но для этого, мягко говоря, не нужно Украине демонстрировать лояльность, а Украина продемонстрировала лояльность государству, нарушающего массово права человека. Более того, как для меня, как для юриста практика, извините, прагматика, наибольшая ошибка именно была нынешняя ситуация, когда сначала Украина подписывает данный документ, а потом она отзывает свою подпись, тем самым подчеркивая ситуацию. Если бы Украина вообще с самого начала не подписала этот документ, возможно, ситуация не была бы настолько критичной, да, и, возможно, ни коммунистический Китай, ни Российская Федерация не злоупотребляли бы сейчас этой ситуацией так, как это произошло, понимаете, они это делают. И, как по мне, конечно же, это не станет каким-то большим негативным фактором для крымской платформы сегодня, нет. Но на перспективу такие нехорошие звоночки, они могут привести к очень и очень печальным последствиям. И поэтому я понимаю, что невозможно переубедить никого на Михайловской 1, они живут в своем мире, да, это нереально. Но я понимаю, что есть гражданское общество. Да. Я понимаю, что мы должны отстаивать позиции Украины как страны демократии. Да, возможно, несовершенной. Как страны, которая не боится говорить о правах человека. Да, возможно, их также нарушая, но не в такой степени. Как страны, которая признала права своих коренных народов и не просто говорит об этом, а и требует от других стран защищать права их коренных народов. Например, Украина действительно заявляет о необходимости защиты коренных народов Российской Федерации. Это обоснованно и правильно. Но мы же не говорим, например, о Китае. Наоборот, как сегодня видим, мы находим в Китае нечто хорошее, якобы в коммунистическом Китае. В том числе, возможно, и в межнациональных отношениях мы находим что-то хорошее. Для меня это очень нехорошие риторические вопросы, которые, безусловно, нужно переоценивать, но, отвечая на вопрос конкретно, эта нехорошая ситуация на крымскую платформу не сильно негативно повлияет, но если они будут повторяться, такие ситуации, дальше будет хуже. Спасибо, Борис. Может быть, кто-то из экспертов хотел бы еще прокомментировать данный вопрос? И ответить, вернее. Нет. Я вижу здесь и следующие вопросы, но они, скорее всего, больше этот вопрос больше направлен в адрес госпожи Завлетай, потому что не все украинцы как хорошо знают о уйгурском народе, и поэтому такой вопрос. А какое население уйгур в Китае и какая демографическая динамика связана, имеется в виду тут миграция и рождаемость? Насколько сейчас есть внешние факторы, я имеется в виду со стороны китайского силовых структур. Я пытаюсь сейчас дальше развить тему этого вопроса, сейчас смотрю. И насколько действия Китая ведут к тому, что рождаемость снижается у уйгур и уйгурского народа, и миграция, люди, возможно, выезжают в другие страны. Пожалуйста, госпожа Завлетай. Yes, thank you for the question. So Ваш вопрос. the first question about the population. So Первый вопрос касался населения. В соответствии с официальной позицией Китая, официальной статистикой, где-то 12 миллионов проживают в Восточном Туркменистане.
Но если говорить о нашем мнении, об уйгурских организациях, мы говорим о том, что только в Восточном Туркменистане проживает 20 миллионов уйгурцев, и также около миллиона проживают за пределами Китая. Что говорится, если говорить о демографии, начиная с 98 годов, когда Китай начал свою политику насильственной миграции, насильственного перемещения, для того, чтобы заселять другими слоями населения этот регион. И, в принципе, если говорить о Палестине и других оккупированных регионах, это та тактика, которую используют такие правительства для того, чтобы уменьшить коренное население в данном регионе. И для того, чтобы менять соотношение большинства и меньшинства в таких регионах. И в 98 года проводится программа, где замещается наше население, и другие люди работают на различных должностях, на которых раньше работали наши люди и так далее. И как я уже говорила, и считается, что правительство Китая стерилизует наших женщин. Эта кампания началась где-то в 2018 году, плюс-минус год. И как вы знаете, в Китае очень долго работала политика одного ребенка в семье, но этнические меньшинства, как они называют, в том числе наш народ, разрешалось заводить больше, чем одного ребенка. Например, в Восточном Туркменистане можно было заводить 2 детей в семье для того, чтобы сохранять населения, но ситуация изменилась, и Китай вернулся к своему решению касательно разрешения иметь одного ребенка в семье, а при этом китайским семьям позволяется иметь 2 детей. При этом ситуация еще ухудшается, и проводится насильственная стерилизация женщин для того, чтобы они не могли иметь много детей. И очень многих мужчин направляют в концентрационные лагеря. Что же касается статистики, сейчас я попытаюсь найти цифры. В 2019 году Китай планировал стерилизовать около 85% женщин для того, чтобы контролировать рождаемость. То есть таким образом они пытаются бороться с превышением с регионами, где уйгурского населения больше, чем другого населения. Кашгар, Кутан и другие регионы. И также новое исследование показывает, что политика контроля рождаемости может уменьшить рождаемость не только уйгурского населения, но и других коренных народов на 2,5 миллиона в ближайшие 20 лет. И, в принципе, это подтверждается исследованиями ученых, которые также готовят официальные статистические данные Китая. На самом деле, если пытаться просто ответить на ваш вопрос, за последние годы ситуация очень сильно изменилась. Больше чем 45% китайцев проживает в Восточном Туркменистане. То есть на самом деле сейчас количество китайцев и уйгурцев практически сравнялось в этом регионе. И это является официальной политикой Китая. И таким образом осуществляется даже геноцид населения. Спасибо большое, госпожа Зумритай. Вот здесь вопрос следующий. Может ли сотрудничество с Китаем содействовать изменению позиции
Китая при голосовании за Украину на уровне ООН. Ну, я так понимаю, речь идет о том, что Китай постоянно голосовал против, единственно воздержался, когда речь была о суверенитете. Но это вижу, Борис Бабин руку поднял. Пожалуйста, Борис. Смотрите, вот тут уже очень правильно было сказано, что Китай не рассматривает Украину как равнозначного партнера. Украина рассматривается вот как объект колонизации путем выдачи, ну, скажем, туземным властям каких-то кредитов невозвратных, да, либо вовлечения в какие-то вот финансовые аферы, да, либо просто и путем изъятия ресурсов. И в таких условиях, мягко говоря, очень наивно было бы ожидать от Китая коммунистического пересмотра собственной политики в отношении Украины. Это опять-таки в аналогию вам приведу. Алкоголик приходит брать быстрый кредит, говорит, я у вас тут кредит хочу быстро взять, а вы вот, переименуйте за это свой банк. Ну это же смешно, правда? То же самое и здесь. Но, ребята, какая внешняя политика Китая? Мы от нее далеки, как от Луны. Мы не можем влиять на это и не будем влиять. И мы там в их списке приоритетов по, наверное, 200-й позиции. Да, возможно, они сегодня, как с Россией, взаимодействуют, исходя, конечно, собственных интересов. Возможно, это временно. И тут вопрос в том, насколько это среднесрочно, либо краткосрочно, когда они ситуативные союзники. И повторюсь, России и Китаю выгодно, взаимовыгодно поддерживать друг друга в ООН. В ООН и Россия, и Китай, по сути, страны-изгои по одной простой причине. И сегодня об этом говорили. Их практическая деятельность ежедневная идет вразрез уставу ООН. Они не будут в ООН между собой бить горшки. Это абсолютно исключено. Будет там поддерживать друг друга до последнего. Поэтому, повторюсь, мы никоим образом не изменим политику коммунистического Китая в международных организациях, по Украине вообще, по Крыму в частности. Спасибо. Спасибо большое, Борис. Может, кто-то из спикеров хочет тоже ответить или прокомментировать? Да, пожалуйста, Валентин. Так, в принципі, я з Борисом абсолютно буду тут солідарен. Трошки лише додам, що і справді маємо розуміти, що йдуть паралельні процеси. Росія, правда, торгує собою, вона намагається використати залякування Заходу певним посиленням і не то, що посиленням Китаю. Захід не боїться посиленням Китаю, а збільшенням тенденції авторитарності в цій країні і її переходу з такого сплячого режиму до режиму, як вони кажуть, відновлення історичної справедливості, а це тиск на Тайвань, Японію, на корінні народи, це взагалі страх, що робиться. Ось. І Росія, використовуючи тут, вона так чи інакше більш зацікавлена, вона більш цікава Китаю, ніж Україна. Бачимо, скільки лісу відправляє, скільки ресурсів. Для Китаю Росія дуже важливий ресурсний партнер. І в цій всій історії ми ніколи не зможемо перекрити, там же ж логіка яка, я повторюсь, там логіка виключно вся ресурсна. Ось, ми не зможемо ніколи Росію перекрити. А Росія, видно, що от граючись проти Заходу, робить певні реверанси, ці стратегічні з Китаєм, різні підписуються договори зараз. І це більш дійсно ми можемо говорити, що ми важливі для Китаю. Справді вони хочуть, тут було мало сказано про це. Основне завдання Китаю навіть не знайти сьогодні чергову Чорногорію в неї вкластися, а справді шовковий шлях хочуть прокласти, зокрема через Російську Федерацію, Україну. Білорусь дуже сильно логістично перевантажена, і вони дуже хочуть зайти з Росії через Україну на Угорщину і туди далі на захід в Європу. Але це знову таки вже тут ми бачимо в цьому такому урівнянні вже пряме взаємодії Росії і України на кордоні, бо треба буде домовлятися, це теж мені не дуже подобається. Але суть яка, що навіть ця важлива така точка Україна як частина цього шляху торгівельного все одно не зможе перекрити важливість і стратегічність для Китаю Росії. Ось, і ця логіка ресурсна, вона буде давлеть завжди, і ми не зможемо ніяк її перекрити. Дякую. Дякую, Валентин. Госпожа Замритай. If I can just add something quickly. Я бы хотела быстро прокомментировать. Я не думаю, что как одна страна может остановить экспансию Китая. И нужно использовать координированный и многосторонний подход.
Можно, допустим, использовать одного координатора, который может каким-то образом координировать действия международных организаций, включая и ООН в отношении с Китаем. И тут мы должны также не забывать о нарушениях прав человека в Китае, потому что Китай постоянно угрожает странам и не подписанием определенных договоренностей, соглашений и так далее. Но при этом другие страны должны использовать такой же подход к Китаю. Например, Евросоюз может таким же образом угрожать приостановить торговлю с Китаем, если он не будет на что-то соглашаться. И можно, допустим, отказаться подписывать подписывать соглашение об этом пути, о торговом пути, шелковом пути, или как называют, один пояс, один путь. То есть нужно использовать такой многосторонний подход, особенно когда мы говорим о международных организациях. Спасибо большое, госпожа Замлетай. К сожалению, действительно, тема, она очень такая вот важная, и время, ее можно обсуждать еще долго и долго, но, к сожалению, время подходит к концу, и я хотел бы дать каждому нашему спикеру по 2 минуты для резюмирования нашей сегодняшней беседы. И я еще раз напомню о том, что данную дискуссию вы можете увидеть на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра, на странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра. Ну, а также, конечно же, мы будем возвращаться к этой теме, я думаю, неоднократно, потому что эта тема действительно сегодня очень актуальна для Украины. И, конечно же, сейчас я по 2 минуты хочу дать слово, и, пожалуйста, Борис Бабин, вам. Если говорить очень кратко о том, что можно было бы сделать в этой ситуации, If we speak briefly about what can we do in this situation that we have described today. So the first recommendation is that the Ukrainian civil society, коренным народам Китая в борьбе за их коллективные права, помощи в осветлении нарушений прав человека Китая, мы должны уделять значимо большее внимание китайской незаконной экономической, политической, так называемой гуманитарной деятельности в Крыму. Это опять-таки задача, скорее всего, на плечах исключительно гражданского общества сегодня. И мы в этих вопросах должны более широко информационно работать, возможно, юридически, возможно, выносить это на международные площадки. И тогда, возможно, мы сможем сказать сами себе, что мы хоть что-то в этой ситуации смогли сделать. Спасибо, Борис. А сейчас я хочу предоставить слово Артуру Харитонову. Пожалуйста. Yes, thank you very much. And I would like to really большое спасибо. Я бы хотел также подвести итог тому, что мы сегодня обсуждали. Нам необходимо очень четко понимать, что Китай уже, в общем-то, захватила Россию как колонию. Очень много российских ресурсов используется в Китае для того, чтобы развивать машину зла, направленную на разрушение демократии в мире. И сейчас у нас есть Китай, есть Украина, на которую напала Россия, и также есть Тайвань, на которую страна, куда может напасть Китай. И это вполне реальная ситуация. И что может начать, в принципе, Третью мировую войну. Поэтому для нас очень важно, как западные ворота, как для западных ворот Европы, поддерживать Гонконг, Тайвань и, конечно же, уйгурский народ, которые на самом деле очень близко находятся к нам в том, что касается геноцида коренных народов. Потому что в Украине было 3 геноцида. Это Голодомор, депортация крымских татар и Холокост. Поэтому очень важно говорить о том, что Россия и Китай — это, в принципе, уже один коллективный орган, так сказать, как Советский Союз. Спасибо большое, Артур. Я сейчас хочу предоставить слово Зумлетай Ханум.
Пожалуйста, может, какие-то ваши пожелания будут, пожелания к украинскому народу будут, пожелания к крымско-татарскому народу будут. Thank you. I think just lastly, I would like to. Спасибо. И я бы хотела напомнить, что если мы говорим о таких народах, как украинцы, либо другие народы, помните о том, что все связано. На самом деле мы не говорим тут только про уйгуров. Мы говорим о в целом человечестве, о крымских татар, и не только о крымских татарах, о гонконгцах. Мы говорим о том, что существуют авторитарные режимы, которые проводят свою собственную политику и не хотят нести за нее ответственность. Если мы не обращаем внимания на то, что происходит в Восточном Туркменистане, эта ситуация будет повторяться в других частях мира. И также это касается новых инициатив, это новый империализм, который также выражается в новом шелковом торговом пути. И особенно такие государства, как Китай и Россия, которые представлены в Совете Безопасности ООН, и которые формируют свои собственные группы, объединяют небольшие государства. Это довольно опасная ситуация, потому что таким образом в международных организациях они пытаются продвигать свою политику и свое мировоззрение. И поэтому необходимо говорить о более скоординированном подходе для того, чтобы бороться против таких государств, как Россия и Китай. И при этом мы не должны говорить только о геополитике, но и о защите прав человека. Нам необходимо помнить о том, что очень часто авторитарные государства говорят о том, что эти вопросы просто политизируются для того, чтобы не обсуждать эти вопросы. И таким образом делать все для того, чтобы замалчивать эти процессы. И нужно помнить о том, что это все взаимосвязано, это демократия, права человека и свобода. Мы, как представители гражданского общества, должны делать все возможное для того, чтобы освещать все эти связанные элементы. И еще раз большое спасибо, что вы сегодня меня пригласили. Большое спасибо, Зумлетай Ханум. А сейчас я хочу предоставить слово Валентину Красноперову. Пожалуйста, Валентин. Да, я два моменти хочу сказати. Перше, нам і справді треба, от українці вже вирвалися і довго над цим працювали, аби вирватися з-під і червоного московського впливу, а далі і спроби колоніального московського впливу. Ми бачили, як Російська Федерація, зокрема, шантажуванням газовим питанням і взагалі економічним тиском намагалися тримати українську політичну еліту повністю під ногтем. Просто, от, якщо у вас тут змінюються керівники, ми зробимо таку ситуацію, що всі вони будуть настільки залежні від нас, що всі ви будете при нас. От. То українці знають цю історію. На жаль, здебільшого проактивні українці, з суспільством треба працювати, але треба просто на сьогодні все більше пояснювати, що Китай, по суті, це ж така ж сама Росія, а ще, можливо, навіть і більш, не більш загрозливо, бо все ж таки Росія поруч, але не менш загрозлива, ніж Російська Федерація в цьому питанні. Просто оці такі об'єктивні страхи і вже інструменти, коли ми протидіяли Російської Федерації, переносити, все ж таки не боятися на Китай. І друге, окрім справедливо зазначених потреб працювати і на міжнародній певній лінії, справді допомагаючи і актуалізуючи на проблемах утиснення прав і жахливого прав корінних народів, які знаходяться сьогодні в КНР. Ось Україні, думаю, громадянського суспільства треба переходити до акції прямої дії, аби піднімати це питання і перед владою. Бо яка зараз ситуація? Певний вакуум, так? Ось влада вже, представники певні влади вже відкрито, відверто говорять, що можливо нам на схід переорієнтуватися. А от українці не дуже зараз, реакція лише інформаційна. Треба вже її показувати фізично. Ось, і я думаю, що ми там представники різних груп зараз, де розмова там, зокрема, з рухом опору капітуляції, іншими групами. Є багато інших, які готові, в принципі, я так дещо, можливо, анонсую, але
в майбутньому і тут учасників ми скажемо, коли це буде, але найближчим часом, от з паном Артуром ми розмовляли всі, він, зокрема, був один з ініціатором, ми все ж таки хочемо і зробити і акцію прямої дії не одну. Це варто, тому що таке відчуття, що зараз літо, канікули, там дещо канікули, хтось відпочиває, але вже в серпні це треба робити, бо так виходить, що от начебто українське суспільство от на Майдані вибрало право йти на захід. Зараз політики починають заявляти про якийсь там розворот на схід. Не всі, але багато хто, а реакції ніякої. Її треба показувати. Дякую. Спасибо большое, Валентин. Я хочу еще раз напомнить о том, что те мысли, те идеи, которые сегодня были сформулированы в рамках Крымского дискуссионного клуба 21-й сессии, мы обязательно обозначим и в письме, и направим в наши центральные исполнительные государственные органы для того, чтобы наши органы, в компетенции которых находится данный вопрос, могли учесть мнение и позицию наших экспертов, нашей общественности. Конечно же, я хочу отметить, что крымских татар и уйгур объединяет не только язык, не только религия, не только общие традиции, в том числе и объединяет судьба. Тяжелая судьба, связанная с репрессиями, связанная с депортациями и, опять же, нарушением прав человека, которое происходит сегодня. Сегодня в отношении украинцев в мире существует ассоциация, что украинцы – это свобода. Это стремление бороться за свободу, быть свободными. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Украина как государство в мире ассоциировалась как демократическое правовое государство, у которого есть ценности. И одна из важнейших ценностей – это права человека. И поэтому, завершая сегодняшнюю нашу встречу, я хочу сделать акцент на том, что только при нашем желании быть свободными, всем нам, где бы мы ни проживали, и нашем желании, чтобы в мире не нарушались права человека, вот позиция украинского государства должна быть четкой, стойкой и принципиальной. Спасибо всем. Спасибо нашему переводчику Александре. До новых встреч. Всего доброго.